Ну что, родной, 2 недели ты у меня не плавал, не булькал. Подкачаем. Ах ты, кормилец. 2 недели не заводил бродягу. Так, братцы, ну что, я на месте.
Да, когда я последний раз здесь был? Я даже не помню. Последний раз я был здесь с семьей. Да, точно, с дочкой, с женой. Мы здесь купались, отдыхали. Ну, народу, ребята, море. Я прям удивился. До этого вообще ребята говорили, сидели, но вообще, говорит, никого. Вот тепло пошло, и рыбачки-то активизировались, тем более выходные, понятное дело. Ну, ребят, ничего не меняется. Смотрите, какой безик. Безик прям вообще страшный. Стояли здесь, походу, компания. Ну, что-то такое. Не знаю, и картошка какая-то, и все. Ну, страшное дело, конечно. Вообще, мусора просто море. Возможно, как бы это и лежало как-то все красиво. Видите, майонезы, вот эти овощи, вот кетчупы. Даже влажные салфетки. Может, даже люди как-то культурно оставили кому-то пакет, потому что висит тоже, видать, понимаю, с картошкой. Ну, ребят, это беспонтово все дело, потому что, вот видите, все проклевано, дырки. Вороны, они все растаскивают и делают только хуже. Соответственно, так не прокатит. Сигнал охотника, я так понимаю, кто-то бахал. Ага, стреляли. Ну что, приберемся, как обычно. Вот так выглядит место, ребята. Я по лету, наверное, стоял вот возле этой травы. Ну, нормально водичка прибыла. Зашел в воду, такая прохладненькая. Троллингисты, там, смотрю, банда, там машина, там только все заезжают, выходные, что, без дождя. Наконец-то выбрались люди. Что у нас разгрузка, ребят, и приберемся, наверное, чуть, как обычно. Это все придется сжечь, потому что я уже вот эти овощи, которые даже, ну, мало ли поклеванные, их уже небезопасно кушать. Что-то оставлять, это все надо сжечь. Да и так, как бы, такое дело здесь. Угол, волчий угол. Медведь не медведь, как бы, но все равно это, эти овощи, они наоборот только вот зверя притягивают. Мне кажется, если как-то закрыто в чем-то, да, то можно еще как-то оставить. Но опять же, не знаю, в общем, ребят, такое уже есть. И мыши по-любому уже лазили. На земле оставлять это не надо. Если где-то хотите как-то на дерево подвесить, можно, да, еще сохранить. Если для себя, допустим, для очередного выезда, то так вот на земле это, ребят, неправильно. Мыши насрут, мало ли, это попадет, можно очень сильно заболеть. Как бы мышиный помет, ребят. Я знал случай, что отравление очень ужасное. В аккурат, в общем. Короче, разгружаемся, ребят. Что, балдеем. Ух! 2 недели, ребята, 2 недели. Для меня 2 недели это просто, ребят, 2 года, блин. Я просто с ума сходил. Все знают, что была проблема с спиной. Расходился с грибами, в общем. Погнали, сезон. Осенний сезон будем встречать на обеих, на двух. Я думаю, не с больной спиной. Такие дела.
Так, братва, ну что, все, в принципе, полянка убрана. Но приятно, когда приезжаешь вот так, да, ведь? Сумочки покидал туда-сюда. Я считаю, даже бытовой мусор, который считает там очистки, вот это всякие дела, которые, ну, сгниют, там, это понятно. Ну, есть костер, есть пакеты, тем более всякие вот этот, всю эту хрень везут в пакетах. Ну, почисть туда и скинь в костер. Это же, ну, намного нет же, вот отойти вот в сторону и накидай туда вот этих очисток. Это же все гниет. Это, ну, как-то, я не знаю, ребята, что-то, ну, дома же так не делайте, правильно? Ну вот, все, подмел. Красота, приятно вот сейчас ходить. Не ходить по этим очисткам, блин, там по всяким вот этим шкарлупкам, там, бычкам. Кукурузная банка. Рыбачите, там, прикормка. Вот пепельница, ребята, пожалуйста. Я частенько так делаю, как бы, блин. Я даже видел пацанов, у меня есть дядьки, останавливаются, и он с кофра снегохода достает пепельницу, курит и туда. Я говорю, нифига, красавчик. Димон, кстати, с Тывкара. Димон, будешь смотреть, тебе привет огромный. Ну, говорит, не всегда, конечно, по возможности, но, блин, это круто, ребята. Как бы... Понятно, места лайтовые, как бы сюда часто заезжают, но как бы для себя даже сидеть не в этих шкарлупах же сидеть, а сидеть вот культурно, можно босичком походить. Я очень люблю босиком. Видите, ребят, опять в шортах. Так, у меня, ребят, новинка, наконец-то появилась. Она у меня появилась еще в июле. Но только вот сейчас я ее распаковываю. Взял специально в коробке. Это, ребят, фидерное кресло. То у меня уже старое развалилось. Я парень не маленький, как бы, понятно, там какие-то стульчики для меня не пойдут. А по фидеру, сами понимаете, это ты сидишь в кресле, это ты сидишь очень много времени, и от этого зависит твой комфорт. В принципе, и так все классно, но заказал, ребята, пришел стул, хороший стульчик, ребята. Давайте распакуем, вместе посмотрим. Так, брат, ну что, в общем, кресло, ребята, уже такое серьезное. Ну, то, что у меня там есть, как бы у меня, в принципе, механизм весь рабочий, но у меня вся ткань просто развалилась. В принципе, можно, конечно, его подделать. В дальнейшем так и будет. Ну, давайте, ребят, посмотрим. Кресло от компании Nautilus. Очень много рыболовных снастей, конечно. Там у меня и на осень и спиннинг новый, и катушечки. Короче, ребят, будем прям на рыбалке распаковку делать. Ай, лялька. Ай, лялька, ребята. Опа. Так. Угу. В общем, ребят, для меня было важно это корпус. Это грузоподъемность. Так, что тут у нас? Как там у нас, ребятки? Я сейчас даже не знаю. Так, фиксатор. Раз. Так, здесь у нас уже такие чашки идут, чтобы не засасывало. И они у нас регулируются под любым уклоном. Это очень важно, потому что у меня, ну, простые ноги. И вот видите, здесь у нас склончик. Как раз бы перед что-нибудь приподнять. Я обычно подкладываю что-нибудь там, камни какие-нибудь. Вот здесь уже с этим расчетом не надо. Снизу такая утяга. Резинка такая жесткая. Так, фиксатор 2. Я так понимаю, здесь. Здесь у нас. И все, и на подъем. Ой-ой-ой, ребята. Ой-ой-ой, смотрите. Ой-ой-ой. Как это все мягонько. Так, получается, мы фиксируем, ребята. Даже можем сделать раскладушечку, да? Угу. В общем, фиксируем под любым углом. И зажим раз. Зажим 2. Ну и понятно. В общем, сейчас важно для меня что? Это угол. То бишь, открыли, зажали. Открыли, зажали. Все, он фиксируется. Встали. Ой, да ну, вы что, ребята, серьезно, что ли? Да. Кайфы.
Раз, раз. Он даже под голову, ребята, понимаете, мягкая подушка под голову. Вот это. Слушайте, ну бомба. Вообще бомба. Ничего как бы сложного. Целочку взрываем. Раз. И, в общем, будем себе настраивать. Смотрите, какая попка. Ой. Четко. Здесь у нас из пластика, ну, тоже обшито. То бишь, не обшито, а вот такие. Раз. Можно снять их. Постирать там или что-то еще. Класс, ребята. 130 килограмм грузоподъемность. Такой цвет. Очень крутая ткань. Блин, нравится, ребят. И вот, смотрите, внимание обращал именно на вот эти. Видите, есть просто труба. Здесь получается у нас ребра жесткости, потому что нагрузка вся сюда идет. И получается, ноги у нас выдвигаются вот насколько вы хотите. Вот так можно, понятно, так. Вот насколько можно вытянуть. Все очень просто, все очень круто. Такие вот пятки, чтобы кресло не проваливалось в песке где-то там, туда-сюда. Блин, ну бомба. Бомбочка. Пролежала у меня уже сколько. Блин, тут, ребята, реально вот это все жесткий подклад. И здесь как бы единственное то, что вот нету чехла, ребят, сумки какой-то перевозить, потому что будет натирать. Ссылку на кресло оставлю. Кресло конечно, не бюджетное. Я смотрел и за 3000, и за 4. Ну, такое все, это хлюпенькое. Здесь, конечно, ребята, торпеда. Можно кемарить на таком кресле, я думаю. Супер.
Сегодня прям какой-то, ребята, апокалипсис. 5 лодок уже только подходило просто поздороваться. Я не знаю, лодок уже 10 точно насчитал. Пока шел, не считая машин. Вообще, красота, конечно. Ребятки там прям, да, жгут. Ну да ладно, в общем, ребят, что я смонтировался, все, отмерился. Бровки здесь так какого не стало. Раньше была очень резкая, нужно было выдирать, сразу резко поднимать. Сейчас она такое непонятное, какие-то углубления там, камни, в общем, туда-сюда. Ну, течение добавилось, так как водичка поднялась в районе полуметра. Вот сейчас ребята сказали, то что вот где-то плюс-минус. Все, что потихоньку. Давайте вкусняшки, ребят, сделаем. Сегодня у меня новенькая прикормка. Посмотрим. Так, сказал бедняк. В общем, ребятки, давайте начнем. Сегодня такой набор. Сегодня взял червей, ребята. У меня есть с собой донки. Я, возможно, тут рядом еще побросаю доночки. Свои старенькие, народные. Ночью, может, лещ выйдет. С опарышем у меня беда. Я ничего не покупал свежего. У меня, блин, все окуклилось. Там есть, не знаю, может, штук 30, может. Короче, придется бутерброды делать. Так, ну, как обычно, кукурузка. Добавляю сразу прикормку. У меня сегодня, ребята, пришел пару ящиков. Миненко у меня, в общем. Попробуем. Это у меня универсалочка. И здесь, что у нас, крупный лещ. Пачки такие небольшие, в общем. Еще остатки меласки от Карпомании. Как раз сейчас забодяжу. Ну и понятно, шайбочка, ребята. Шайбочка пшена. Это как база. Это как база. Че, крупный лещ. Полетели. Угу. Здесь тоже она не отстегивается, да? Не отстегивается. Ладно, отстегнем. Опа. Крупный лещ. Так, сразу все это в мусорку. Кукурузку прям с водичкой. Также буду потом наживлять. Давайте универсалочки бахнем еще. Если раскидаемся сегодня, то еще потом добавлю почуху. Так, ну и что, меласки. Прям с водичкой. Как раз там немножко осталось. Свековочка. Поехали. Ну сейчас посмотрим, ребят, что получится у нас. Водичка уже подостыла, мне кажется, уже там всякие вот такие вкусняшки, как шоколадные, там тути-фрути, ванилька, уже работать не будет. Вода хорошо подстыла. Так, ну что, ребят, поехали. Фидера кайдовские тоже спрашивают постоянно. 3,60 у меня, 150 грамм. Ну, понятно, 3 вершинки. Вот это самая жесткая. Кормушка 110 поставил.
Сейчас вот запутался, блин, между друг дружкой. Короче, ребят, патерностер, как обычно. Кормушка пуля 110 в данный момент. Флюрокарбон 18 и крючочки. Крючочки у меня овнер вот такой, шестерка. Кормушки пульки, ребята. Вот на галечнике стою. Вот многие советуют груднозацепом брать. И поводочки вот такие. Сегодня у меня опарыша мало. Возможно, пенопласт буду использовать, кукурузу, червь. Вот. Ну, где-то сантиметров. Здесь около метра сделал. Посмотрим. Может, буду уменьшаться. Пока на опарика забросим, а потом поглядим. Опарыш, конечно, все, ребят, кончился. Ну, понятно, давно не видел. Крючочки такие, видите, ребята, изогнутые, чтобы под кукурузу, под червя можно было ставить сегодня. Потому что у меня ни хрена нету. Покупал, но не выжил. В холодильнике стоял. Видать, какой-то слабенький попался. Потому что бывает у меня живут по 2-3 месяца, блин. Так. Ну, будем ночью что, на червя ставить. Червь есть, скажем так. Потому что, блин, здесь не напасусь. Мелкий тем более. Все. Поехали. Первый. 110. Кормушечка. Раз. Вот такие дела. Понесло. Ну, слушайте, встал вроде 110-й. Вроде встал камнем. Ну, может, куда-то зацепился. Сейчас пока себя здесь обозначусь, как более-менее мне нравится. И будем пробовать. И тащит. Второй, ребята. 90. И на червя. Плюс-минус будем одну, наверное, одну бровочку. Ну как бровочку. Зацепился там за пару камней. Вот в них и будем стоять. Ну вот, в принципе, и все. Солнышко еще высоко. Темнеет где-то к 8 вечера. Так что есть у нас еще покормить. Времечко. Посмотрим. Ну и доночки поставим, ребята. Вот здесь по галечке. На червя. Вот вдруг доночки сработают. Такие дела. Да ладно, блин. Какая-то рыба, ребят, что ли. На червя. Прикиньте. Сразу причем. Вам. Наверное, окунь, скорее всего. Кормушка даже не вымылась еще. Не, сорога хорошая. На червя, ребята. Смотрите. Хорошая сорожка, блин. Она прям заела, ребят. Цельного червя съела просто. Ничего себе. Тут что-то кто-то на опарика, ребята,
приземлился. Ну понятно, окуньки. Сейчас время такое. Окунь должен жрать. Тоже за год, блин, пару раз что-то качнуло. И смотрю, все подвис. Сорога там, конечно, заглотила. Мама родная. Пришлось выдирать ей, блин, там все. Вообще рыба глотает. Страшно. Блин, а. Да. Посмотрим, ребятки, может ночью кого я выкормил. Тут, кстати, кукурузу поставил. Думаю, если сорога клюет, хапнула так жадно, то кукурузу она любит. Так как у меня с опарышем, ребята, совсем беда на беда. Будем бутербродить сегодня. Жестко. Вообще печалька. Поводки пока такие длинные. Посмотрим, может ночью и придется и уменьшать. Раз. На реке прям движняк, ребята. Вообще народу охренеть просто. Туда-сюда, туда-сюда. Блин, нормально. Ну, что понятно, дожди закончились, как бы потеплело, а что. Такая погодка, все на реке хотят постоять. Вот так вот как-то. Ладно, что, кормим. Какой-то дядька подъехал с музычкой. Интересно. Дискотека века, ребята, блин. Да не, только кормлю, братья. Нормально. На бундюэле не ловишь? Ловим? Как не ловим? Визники тут все на бундюэль ловят. Ага. Понятно. Ну а что, зашел, купил, нормально. Воды прибило до хрена. Воды, да, много. Каждый день. Ну такие дожди были, понятное дело. Водичка прибудет. В среду тут было, воды меньше было. Угу. Ну, щука. Щука, сука. Нормально порвала. Стоит на точке. Я что и думаю, мелочь не клюет. Разорвала, смотрите, ребят. Хищник активный, значит. Такая поклевка, думаю, интересно.
Это щука, сука. Угу. Продольник надо было брать. Опа. Ой. Приятного, батя, аппетита. Ты решил поужинать, да? Понятно. Че, как как с грибами? А чуть-чуть набрал белых. Белые, да? Белые. Мелкие только-только вышли пару дней. Ага, ну да. Топчат там уже все. Ну, понятно, что тут проходной двор с машинами. Что тут, кто тут у нас? Звенит. Замотала, замотала, ё-моё, замотала. Замотала, зараза. Где ж ты так загорел-то? Загорел? Здесь и загорел. Здесь? Не может быть. Ну, конечно. На Я рыбалке? думаю, На рыбалке? я думаю, кто-то на юг ездил. Не. На рыбалке, батя. Пески загораем уже. У тебя ж кожа на... Еле ползет. Лодка, правда, тоже маленькая, алюминиевая, двухместная. Ага. Еле ползет, блин. Здесь 15 лошадей. Так, ребят, ну что, покормил, в общем. Нормально. Мелочь клюет, сорога. Быстера небольшая. Щучка даже вот на точке. Бац-бац, смотрю. Дядька подъехал с музыкой такой. Спустился, поставил стол, поставил стул, начал писать. Дорогая моя дочка. Ну, шучу, конечно. Сел, попил чаечек. Там салатик нарезал, покушал. Я так удивляюсь, конечно. Ну, знаете, ребята, это говорит о том, что это деревенские, видите, у них, ну, они еще, у них нету этой агрессии какой-то, вот этого всего. Ну, как бы, да.
Тут сидит человек, рыбачит. И он как бы без, ну так сказать, без спроса, да, ну там костерок запалю, там посижу, покушаю. Как бы он своими делами занялся, в общем. Ну, в деревне, ребята, все еще проще. Все-таки люди не такие, конечно. Как бы, да. Ну, там, ты сидишь тут, ладно, один там или с компанией, там, понятное дело. Подходит человек, садится рядом, там, разводит костер и как бы такие дела. Понятно, никакой агрессии, ребят, все это нормально. Просто как бы относительно так. Ну, я к бородатому с татуировкой бы точно не сел рядышком. Ну, как его так, не знаю. Так, он меня не знает, тем более, правильно, я его не знаю. Ну, да ладно, что. Собрал грибов, говорит, пошел спиннинг кидать. Такие дела. Так что, ребята, у нас здесь до сих пор еще немножко хотя бы царит вот это, как сказать. Ну, палку поставили, в общем, значит дом закрытый, в общем, такие дела. Я говорю, бать, этот мусор не пали, говорю, я не хочу сейчас дышать. Ну, я говорю, музыку выключи, я говорю, приехал на природу, чтобы не музыку слушать. Все, говорит, понял. Такой красавчик, конечно. Вот, так, что? Время, ребята, время полная деревня, да, я уже говорил. 6 часов. Через 2 часа будет темнеть. Надо поставить палаточку здесь. Вещи занести кое-какие. Тоже что-нибудь поужинать. Дядька так сидит. Огурчик хрустит. Мне аж что-то кушать захотелось. Солнце заходит уже. Такие дела. Кто там прилип, блин? Кто ты, воин? На барышек кто-то прилип, блин. И моя еще зацепился. Да ничего себе. Не могу понять. Ребята, что за нахрен, блин? Ё-моё. Какая-то рыба, блин. Ну, я еще и тот фидер вроде зацепил, блин. Щука хапнула, походу. Еще подсачник, блин, не разложил. Ё-моё, блин. Батя еще далеко. Ой, хрена себе, блин. Что за там? Он все оторвал нахрен. Ё-моё. Охренеть, блин. Страшное дело было вообще. Я ни хрена не понял, ребят, там. Тут только дура какая-то. Че оторвало-то? На чем он где сидел-то? Блин, еще вот этот зацепил. На этом было, да. Тут еще зацепил, блин. Фидер. И не понял ни хрена. Жесть вообще. Вуп просто туда. Ну, скорее всего, щука, наверное, блин. Ё-моё, вот как обычно, вот не беру эти щучьи свои вот эти закидушки сбоку. Блин, хватает. Берешь, ставишь. Понту нету. Ты что, только удар такой. Жесть. Но уже подтащил. Блин, если бы эту кормушку не зацепил, она как-то хап и сразу туда ушла и зацепила, то, возможно, повидали бы эту рыбку. Мне что затрясло, ребята, блин. Адреналин такой. Хищник стоит, короче, жестко. И спиннинга с собой нету, чтобы рядом поставить. Ладно.
Оторвали нафиг. Оторвало. Опять мелочушка какая-то. Сейчас опять бам! Батя кидает спиннинг, не берет. Не берет у него на блесну. Ну, мне кажется, да, скорее всего. Или окунь крупный, ребята, или щука пахнула. Но я почти ее завалил. Хотя бы посмотрел. Хотел посмотреть. Подсачек надо разложить хотя бы. А то бахнет сейчас опять. Че, бать, тишина? Ничего, да? Ничего. Сорога. Сорога крупная, ребят. И жрет, блин. Сорога, да. Нормальная такая, да. Попадает. Коптить, да? Батя, соконешь? Соконешь, говорю? Зацепилась. Ага. Второй раз уже, походу, щука, блин, или что? Вообще не идет нафиг. Камни там. Туда отойди. Со стороны попробуй. Все, оторвал. Что ты будешь делать, да? Ты там пока спиннинг кидал, у меня то же самое было. Все, поводок оторвал. Вообще паровоз какой-то. Не идет просто. Вообще стоит колом. Жесть какая-то. Я уже подсачек разложил, думаю, ладно. Хрен знает, что такое. Щука, что ли, блин. Обидно. Паровозы, ребята, тупо просто паровозы. Жик, жик, жик. И вот стоит просто такие подачи. Ну, это явно щука. Потому что до этого, ну, мелкая рыба. Бац-бац-бац, и просто потом шмырк хапает. Стоит, короче, не знаю. Ну, щурят там доставал спокойно, а здесь, знаете, прям колом стоит. Такое ощущение, что как будто судак даже, прям вообще. Я на этом месте ловил 2 судачков. Такой полторашник, и около 2, наверное, было дело. Ну, вообще просто, вот знаете, ну, повадки вот именно туда стоит колом, и все. Батя тут что-то вообще не угомониться не может. Приходит, чиферит, уходит, спиннинг кидает. Приходит, чиферит, спиннинг кидает. Как бы так. Ну, блин, ну я не знаю, в общем, понятное дело, пускай сидит, но как-то мне лично как бы не то, что мешает, как бы. Мне снимать неудобно просто с ним. Вот, ладно, что. Давайте, ребятки, знаете, что сделаем? Без 10:07 поставим палаточку и поужинаем. Потому что через час уже будет темно. А мотор пошел.
Будет темно. Да, ночки уже такие длинноватенькие. Получается 8 темнеет. 9, 10, 11, 12, час, 2, 3, 4. Блин, ну уже 8 часов, ребята, грубо говоря. Так-то плюс-минус. 8 часиков это уже не июнь, не июньские ночи, конечно. На часик, на два потемнеет там и рассветает. Все уже. Темные ночи капитальные. Ладно, надо дела сделать, а потом уже как бы этот. Ну, стоит прям уже третий обрыв. У меня третий обрыв и еще получается било по мелкой рыбке. Охренеть, блин. И назло, как обычно, блин, ну кинь ты в лодку, да, пускай они тебе лежат, там 2 крокодила. Они у меня уже готовы с поводками, с тройниками, блин. Вот сейчас бы поставить и ну, можно было завалить. А тут что, 18-й поводок, фринцион уже на минимуме просто. Ну, она то ли откусывает, то ли рвет. Непонятно, в общем. Но хватает, видать, жестко. Так-то много раз на фидер щуку доставал. Ну, не крупную, конечно, но везло. Когда-то за ус, там туда-сюда. Но здесь явно кило плюс. Около, наверное. Ну, это не то. Килошки они бы вылетели спокойно. На 18-й флюорокарбон вообще в легкую можно было завалить. А здесь прям, ну, жестко стоит, прям вообще не дает. И мелочь, вот видно, отошла. Стоит хищник. Батя посмотрел, говорю, батя сакуй. Батя посмотрел, пошел спиннинг кидать. Ну, походу чисто из-за этого не едет домой. Что-то хочет поймать. Не знаю, короче. Ладно, что, поехали, ребят. Базарить некогда. Все, ребята, батя уехал. Сидит тут возле меня такой. Ладно бы что-то рассказывал, молчит. Сегодня по-простому, ребят, картошка отварная и вчерашний ужин, печеночка. Наша любимая. Наша любимая, ребята. Со сметаночкой. Сейчас разогреем и перекусим. Помидорчик, огурчик. Все по стандарту. Хлебушка, выпечка. Все присутствует. Баул не стал брать этот
кухню свою. Вот котелочек положил такой и сковородочку. Прошу, ребят, к нашему шалашу. Блин, темнеет уже. Еще какие-то тучи идут. Вроде дождя не обещалось. Ладно. Гермосумки. Плюс палатка стоит. Если что, залезу. Брал фалкошку. Она, в принципе, всегда со мной катается. Ну, сегодня выходные, может, с кем-то. Тем более, корешок у меня планировал тоже в эту сторону ехать. Ну, мало ли. Под ужин. Так, что-то настроение есть сегодня, ребята, бахнуть. За долгожданный выезд. На червя, ребята, поклевывает. Сорога, подлещички небольшие сейчас вон. Ну и щука, конечно, тут дала жару. Посмотрим. Не знаю, донки буду ставить, не буду. Червей не особо много у меня. А там по 2 поводка, плюс такие крючки. Там надо нормально бомбить. Посмотрим, если на фидер будет поклевывать, то не буду ставить, не буду заморачиваться. Надо просто чем-то одним заниматься, потому что вот отошел, у меня хороший загиб сейчас был, как раз вот занимался делами, не успел. А пойдешь донки также ставить, на фидер будет поклевка, или на фидер что-то будет, что-то буду делать, возиться, там будет звенеть. Тут надо заниматься одним делом. Давайте, ребята, за здоровье, главное здоровье, и будет все, и рыбалки, и все остальное. Будем. Печеночка, ребят, с картошечкой со своей. Песня. Огурчик, выпечка. Так, пока что-то неохота. Ночью потом скучно будет. Костерок сделаем, да можно посидеть. А сейчас все уже, фонари надо доставать. Как ни крути. Ребята, не успел включить камеру. Опять, короче, трык-трык-трык, подвес. И все, шнур провис. Он чувствуется зазубрины. Опять откусила. Охренеть, сколько там ее там стоит. А троллингисты ходят, нифига. Блин, как же я забыл. У меня крючки-то уже эти закончились. Что-то надо будет посмотреть, поставить. Так, поводок вроде еще длины хватает. Хватает. Поставить, что ли, побольше. Такого овнера. И на червя тоже, что ли, пробовать. Потому что, ну, тут слишком мелковатый, конечно. Неудобно насаживать. А тут хотя бы червя можно будет сажать. Это какой поводок уже, ребята? Ё-моё. Жесть. Поставим побольше. Я обычно ночью, ребята, наоборот утончаюсь. Ну, допустим, 16 ставлю, там 14. А здесь что, куда? 0,02 ставить, что ли? 0,2 поставишь, лещ клевать не будет. Слишком толстая. Ё-моё. Посмотрю, тры-тры-тры-тык, думаю, ну ладно, мелкая какая-то.
Смотрю, шнур опять жих. Так, ребят, ну чё, тихо в пруду, только не спит барсук. Яйца, говорит, барсук повесил на сук, вот и не спит барсук. Тихо в лесу, только не спит лиса. В жопу лису укусила оса, вот и не спит лиса. Знают, наверное, эти песенки все прикольные. Не суть. Время, ребята, 10 час. Что-то сижу, смотрю. Ну, вот этот прогальчик есть, вот такой закуток. Думаю, блин, посмотрел, ну, есть вроде немножко червей, думаю, блин, кину я. 3 доночки, короче, бахнул, ребята. Потому что на фидер вообще перестал полностью. Даже ерши. Опарыш как стоит, как стоял, так и стоит, а червя кто-то там обсосал. Ну, наверное, ерши. Думаю, ну а чё нет? Шансов больше. Тем более, может и на лимчик бахнуть. На червя, все-таки пучок червей. Ну и также лещ, может, какой-то капризный. Короче, английская донка, ребята, против моих простецких донок. А чё нет, думаю, уже ладно. Туча это пролетела, кстати. Блин, я так испугался. Нормально, хорошо. Чисто ветром как-то ее резко так хопа скинуло. И все, как ни в чем не бывало. Блин, я уже думал, все, идет ураган, сейчас в палатку попрем. Не, нормально все. Ну что, перезабросы каждые 7 минут никто не отменял. Как обычно, классика жанра, фидерная. Вот, мелочь сверху с вечера немножко потыркала. Хищник постоял. И, в общем, все. Лещ так и не подошел. Были пару поклевок таких непонятных. Ну, скорее всего, небольшая густерка. Вот. Такие дела. Так что сидим, ждем, ребят. Дело маленькое. Ну, до 11, до 12 надо отстоять. Потом, наверное, пойдем отдохнем, поспим до рассвета. И уже, наверное, с рассветом. Ну, посмотрим, что как покажет сейчас самый пик. 10, 11, 12, ребята. Если не даст, то ну, утром ту же сорожку половим. Такие дела.
ладно, блин. Я так и знал, ребята. Собака серая. Это они на фидер давили. Судак, ребята. На червя взял. Вот это да. Это, ребята, они давили фидера. Я же говорю, что-то непонятно. Как-то непонятно. Просто паровозом шли. Все-таки хапнул на червя. Вот зараза. Хорошие, ребятки, сударь-то. Рыба у нас редкая. Клыкастый. Такой полторашка, наверное. Вот те донка, вот те черви, ребята. Ходил, бродил и все-таки соблазнился на червя. Охренеть. А я там костер палю. Блин, круто. Вот они, блин, зараза. Значит, все-таки было так. Охренеть. На червя, ребята. Бомбанул, блин. Да, мелочи никакой не было. Взял на червя. А там вот эти паровозы были. Потому что, говорю, я не щука это нифига. Просто вот так. Все-таки не зря донки поставил, ребята. Блин, аж калашматит, ребята, адреналина, а? А звенел-то как, блин. Круто. Тут адреналинчик, блин. А я смотрю, выплывает. Там еще зацепился грузилом, блин. Думал сначала лечь. А думаю, не, наверное, налим взял. Донки-то ничего не звенели, молчали. Тут и воин, блин, а. Ты куда там? Заплыл. Подлещичек, ребята.
прям заел. Вон, ребятки, попался все-таки один. Да ладно, ребят, второй что ли? Еще зацепит, блин. Ах. Сход. Сход, ребята. Блин, тут крючок немного побольше. И этот уже не то пальто. Блин, ну третья поклевка, ребят, что? Это уже интересно. Главное на червя. Странно. Странно, парыша не хотит. Так, ну что, значит, тут тоже надо заряжать, ребят. На червя. Ну вот. Ближе к полуночи вышли. Так, чуть по чуть-то начало расклевываться. Одного поймали, и вот сейчас две поклевки подряд. Буквально. Сейчас ход. Туда попер. Крючок большеватенький я поставил. Этот заряжаю тоже, ребят, короче. На червя. Раз такая пьянка. Ребят, не успел, короче, тот перезакинуть. Опять бахнул. Тут вроде я его забрал. Вышли, заразы, а. Ох, тут вроде хорошие, ребятки. Пойдет. Так, закуем нафиг. Крючок большой. Есть. Дома. Все-таки подошли, братцы. Подошли, родные. Родненькие. Сразу, блин, подряд. Бац. Вот такой красавчик. Блин, а. Ну, выход не выход, ребят. Стайка подходила. 3 поклевки слил, 2 забрал. И все поклевки по глупости. Алена Сергеевна позвонила спросить, как дела. Тут связь есть от деревни. Полавливает. Я пока там телефон, пока туда-сюда. В общем, не знаю. Ну и на червя главное, и все на правый. А левый на опарыше тишина. Сейчас поставил тоже на червя. Посмотрим. Ну и получается не дотащил одного. Интересно, девки пляшут. Ну что, надо нормально. Чё. Когда-то все равно он должен же выходить, правильно? Просто бывает с вечера, бывает ночью, бывает с утра. И вот никогда не угадаешь. И погода всегда вот меняется, и всегда все по-разному. Сегодня он ночью вышел, допустим. Завтра же в это же время, возможно, его и не будет. Он будет с вечера клевать. Вот почему нужно хорошее кресло, ребята, и сидеть вот так бдить. И не заниматься донками, что я вам и сказал, а конкретно ожидать, когда будет результат. То бишь ты все равно вот. А также может взять хороший 2 плюс, допустим, а ты будешь заниматься донками или что-нибудь еще делать. Соответственно, тут как-то надо в одно что-то делать. Но не зря поставил 3 и поймали клыкастого. Так что класс.
Ласка, что ли, опять, ребята? Что-то непонятно. Есть, ребята, есть. Зацепил кого-то, бля. Хорошее что-то вроде. Пойдет, ребята. Я ни хрена не вижу. Туда уже утащил, блин. Ё-моё. Вот, скорее всего, лещ. Вообще не идет, ребята. Там трава еще, блин. Ну да, лещ. Вам, наверное, ничего-то не видать там, наверное, да? Хотя бы так. Давай, брат, давай, давай, давай. Я второго пошел. Тихо, 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 брат. Тихо, 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 тихо. Ни хрена не хочет. Ай. Дома. Фух. Дома, ребята. Как так, а? Как вы так? Братцы. Как вы так? Такой пойдет, ребята. Фух. Блин, расслабился уже. Надоело, скучно. Час. Зарядил, ребята. Класс. Так. Хорошо пробил кубеху. Ну такое, ребят. Кило полтора где-то. Может. Нормальный красавчик. Ух. Темно, ребята, ни хрена не видать. Такой нормальный. Ну, полторашка где-то будет в нем, да. На червя, блин, а. Смотрю, бубум, бубум, бубум. Я что тут сижу уже, так заскучал. Отлично. Просек хорошо его. Куда нужно. Куда нужно, ребята, просек. Ну чё. Отлично. Как говорится, грех жаловаться. Сидеть только надо выжидать. Нормально он попер. Туда ушел прям. За тот фидер, блин. Классно, ребят. Свечу, наверное, да? Ну вот, не зря я, короче, думаю, посижу-ка я еще. Время час 06. Ну вот как раз в час хапнул. Ну, посижу, думаю, блин. Сейчас через 2 часа рассветать начнет уже. Думаю, нет. Дождемся.
посидим. Ну, хотя поклевок вообще нет. И тут на тебе бонусочек такой. Ну, завтра, сегодня, точнее, уже взвесим потом. Конкретно. Судачка взвесим и вот такой лещик уже приятненький. Ну, приятно. Хоп, он туда пошел, короче. Отлично. Да, ребята. Да ну нафиг, второй. Ох, тоже хороший. Походу. Ну этот же фидер, блин. Где там шнур-то, не вижу. За тем или за этим. Тоже неплохой, ребятки. Опа. Домой. Да ну нахрен, блин, а? Как так-то? Тихо, тихо, брат. Ты там давай не хулигань. Не надо. Ну поменьше. У нас нормально. Ох, ох, она вылетел. Вылетел, блин. Так нельзя делать. Андрей Викторович. Так нельзя делать. Порвал, наверное, там все. Тоже хорошенький, ребятки. Вот этот килограмм, наверное. Нормал. Централ, блин. Давай, брат. Да, это покрупнее будет. Это поменьше чуть. Опять же на тот же фидер. Бац. Что за такой звонкий какой-то непонятный. Ой, небольшой. Опа. Такой наетый. Первую поклевку, ребят, спустя час, наверное, еще. Спустя час первая поклевка. Я уже тут засыпать начал. Ух. Бляха-муха. Время, ребята, 2:15 уже. Час просидел, вот без поклевок вообще полностью. И вот сейчас первая. Мне кажется, на этом надо завязывать. Пойдем-ка мы в палатку. Уже ровно 12 часов, как я на рыбалке, грубо говоря. Надо отдохнуть немножко. Скоро рассветать уже будет. Да, пойдем-ка мы, ребят. Пойдем-ка мы отдыхать. Не клюет. Такой какой-то боевик тут залетел. Червей есть.
Донки молчат. Опарыш есть на утро. Сколько тут? Штук 20 есть. Если что, носорогу. Нормально, хорошая рыбалка получилась. Такая непонятная, но в принципе и с трофеем. Так что отдыхать. Так, ребятки, ну чё, отбиваюсь. 2:40. Не знаю, через час рассветет. Даже меньше уже, через минут 40, наверное. Подустал уже все. Поклевок нету больше. В принципе, ночка такая пойдет. Интересно, выходами, периодами. Ну, терпение, ребят, надо. Терпения бы не было. Давно бы уже завалился спать. Но выжидал. Так что все, ребят, давайте. До сегодня уже. Сейчас постараюсь. Не знаю, 2 часика хватит, мне не хватит. Смогу встать, не смогу. В общем, посмотрим, что утром будет. Все, отбой. Врубаем свет, как говорится. Вот так вот. Ну давай, Андрюха, отдыхай. Доброе утро. Замечательно. Что там у нас? Полная травы. Полная травы. Кроме тебя, ёршика. Никого, да? Ёршик как сел ночью, так и сидел, наверное, всю ночь. Ёршики, ёршики. Что-то Донка там трясется крайне. Колокольчик дергается.
ребята, рыба. Тут-то рыба, ребята. На втором. Еще какая-то хрен пойми. Еще и с травой, наверное, хрен сейчас я дотащу нафиг. С травой-то я еще хрен дотащу, да? Ё-моё. Еще и зацепил вроде. Еще куда-то встала, блин. Ух ты. Ух ты. Ух ты, ребята, смотри, что делает. Смотри, что делает. Опять какая-то... Все, вроде оторвал. Да ё... Кошкин матрешкин, блин. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кошкин матрешкин, блин, а? Что ты будешь делать? Оторвал нахрен. Ты, блин. Я что-то охреневаю, блин. Паровоз опять просто. Ребята, всем доброе утро. Ну чё, спал. Отлично, кстати, кимарнул. 6:04, в общем, 6 утра. 2 с копейками я лег, не помню уже. И вот проснулся. Не от того, что будильник не ставил, в общем. Вороны как начали каркать. Так громко. Я уже побоялся, что может тут что-то лазят. Выскочил. Ну что, в общем, ребята, опять паровоз. Не знаю, такие поведения, что это не лечь нифига. Ну и просто рвет или откусывает. Хотя не знаю, прошлогодняя леска у меня. Может быть уже и плоховато она, конечно, 18-й. Флюрокарбон. Ну просто не дает. Забила травой шнур, кончик не давал вымотки. Пришлось фрикцион протянуть, чтобы протащить эту траву, и, соответственно, это меня и оторвало. Ну, если бы я взял в руки, лучше бы я не сделал бы. Короче, блин. В общем, ребят, перевязался. 6 утра, давайте попробуем. Может, что поклюет у нас еще. Есть немножко у нас еще прикормки. Червей немножко. Опарыша. В общем, будем отстоять утрянку. Ну, понятно, что утрянку надо было с 4. Но я сильно устал, потому что я поддался до последнего. С рыбкой все нормально. Рыбку поймали уже, в принципе. Даже не дело в рыбе, а чисто так. Добьем уже, так скажем. Ну, проверим донку, вот ту крайнюю. Что-то она как будто... Не знаю, ночью-то я не видел поведения донок, как бы колокольчиков. Может, как бы так и есть. Скорее всего, ребята, здесь клыкастый был сейчас. Очередной или щука. Что-то села. И вот, пожалуйста. Надо было... В садке была рыба мелкая. Надо было на донке нарезку насадить, ребята. Может быть, тоже сыграла по поводу клыкастого. Мне кажется, что здесь не один он. Прям очень активный. Ух, пескари, ребята. С утра пескарь. На черве пескарь. Иди гуляй. Так, надо опарыша добить. Сколько там осталось? О, блин, ерши до сих пор, ё-моё. За ним еще и окунь гнался. Видели? Хотел укусить ёршика. Ерши.
О, окунь, что делает, смотрите, гоняет. За ершом гнался. На, кушок. Где там ты? Хватай его. За брюхо. Хватай его. О, гоняет. Так, друзья, ну что, позавтракал. Ну что, мелочь. Тыркает туда-сюда. Как бы ничего интересного. Погода, так смотрю, не налаживается. Что-то наоборот все хмурится. Будем собираться, ребят, по тихой грусти. Все, сейчас палаточку потихоньку. Вроде как просохло под ветром. Нормально. Ну да, спальничек сейчас. Ну и попрем домой. Хорош на сегодня. Ну как-то так, ребята. Никак иначе. Два вот таких. Оп. Это вот хорошенький. Сейчас завесим. Два вот таких, ребята. Это желтенький уже. Два чуть поменьше. Вот таких. Сорожка крупненькая такая, хорошая. Пару таких густерок. Ну, ребята, бонус сегодняшнего дня, сегодняшней рыбалки. Сударец. Блин, бойкий. В садке-то хорошо себя чувствовал. Ёрш. Вот такой ёрш. Опасно, ребята. С ним он колючий. Скользкий, блин, зараза. Тихо, братья, тихо. Дай покажу тебе красавчика. Вот такой кабанчик. Фух. Отлично. Так, ребят, ну что, давайте завесим.
нашу рыбейку. Мелочушка на котлеты пойдет. Понятное дело. Это грамм 400, грамм 500, 600 даже может. Это где-то, ребята, грамм 700, 800 будет вот этот весить. 700, 800. 975 килограмм. Что ты вот делаешь, а? Спокойненько положи, ложись. Так, этот у нас полторашка где-то, ребят. Плюс-минус. Кило 400. Ну вот, ребят, кило 600, наверное, будет, сударь. О, даже двушка. Кило 985. 2 килограмма, ребят, сюда. Сударец. Ну, подушечку где-то, да, я так и говорил. Ну, неплохо. Как-то так. Просто взвешиваю, потому что постоянно пишут. Нет там такой рыбы на камере, ребята, не видать. Кило 700 давал, вот ошибся на 180 грамм. Ну, лучше убавлять, чем прибавлять. Хотя рыбаки все прибавляют. Вот, ребята, как-то так. Как-то начиналось все непонятно, потом вроде, ну, чуть-чуть как-то разыгралось, в общем. Так что, ребят, всегда говорю, рыбалка — это одно мгновение, в общем, одна поклевка может сделать всю рыбалку, и непонятно, когда она будет, в общем. Труд всегда приветствуется, не ленитесь, добавляйтесь, меняйтесь, экспериментируйте, тогда будет что-то получаться. Даже в таких местах скудной рыбалки, как у нас, поймал сегодня бонуса заветного, ребята. Хороший судачок, 2 килограмма. Я думаю, это трофей. Такие дела, ребят. Все, ветрено. Погода хмурится. В 11 часов дождь. Надо валить домой. На подъем. Аккуратненько. Так что, все, ребят, давайте. Всем связь.